В 2024 году Ассоциация женщин Абхазии планирует провести в республике 2 кампании с целью освещения проблемы домашнего насилия в стране. Первая кампания, приуроченная к 24-й годовщине принятия Совбезом ООН резолюции 1325, стартовала 27 октября. 25 ноября, в Международный день борьбы с насилием, стартует ежегодная кампания «16 дней против насилия в отношении женщин и девочек». Акция продлится до 10 декабря. В течение 1,5 месяца планируется ряд мероприятий, лекции, опросы, интеллектуальные игры, благотворительные выставки и круглые столы. В этот момент мы прилагаем еще больше усилий, чтобы привлечь внимание власти, общества к этой проблеме, к нетерпимости, к таким страшным явлениям, которые, к сожалению, существуют в нашем обществе, и попытаться как-то повлиять на изменение отношения к этой проблеме. Руководитель Ассоциации женщин Абхазии Марета Тапчан также представила статистику обращения в кризисные центры Ажа за 3 года. 720 человек, многие из них повторно обращались, многократно обращались. Вот 720 человек за 3 года официально у нас вот в нашей базе данных числится. Из них 693 женщины, 35 несовершеннолетних, 27 мужчин. Кризисные центры Ажи оказывают юридические консультации и сопровождение обратившимся за помощью, представляют бесплатные услуги адвокатов. По словам юриста Центра Мадины Хагуш, в действующем законодательстве Абхазии отсутствует понятие «домашнее насилие». Соответственно, нет юридических рычагов и механизмов, которыми могли бы руководствоваться юристы в деле помощи пострадавшим от насилия. Хагуш рассказала, что предложенный Народному собранию в 2020 году закон о домашнем насилии до сих пор не прошел стадию рассмотрения. Поэтому Ажа совместно с аппаратом уполномоченного по правам человека в Абхазии ведут работу по внесению ряда изменений в уже действующие статьи законодательства. В настоящее время создана рабочая группа, которая конкретно будет заниматься этими вопросами. И мы надеемся, что все-таки для наших заявителей и для работы сотрудников кризисного центра и других общественных организаций, которые занимаются этой проблематикой, будут созданы определенные условия, которые смогут помочь таким заявителям, которые действительно, как сказать, порой в таких условиях невозможных пытаются справиться с этой серьезной проблемой, которая существует и у нас в стране, так же, как и во всем мире. Участники встречи также обсудили проблему освещения в СМИ темы семейно-бытового насилия. Были озвучены предложения по поддержке информационного сопровождения планируемых мероприятий. Заур Кварджа и Налгвинджа, Абхазское телевидение.